Здравствуйте, в эфире новости Осетии. Расскажем о главных событиях к этому часу. В студии Вячеслав Музаев. Смотрите в выпуске. Сегодня нужно исходить из того, что выполните приоритетные задачи, связанные с подготовкой к осенне-зимнему периоду. В Северную Осетию с рабочим визитом прибыли министр энергетики России, замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства страны. Какие вопросы обсудили и что в планах? Основной акцент мы делаем в этом году на астинский сыр. Предприятия из Северной Осетии примут участие в национальном конкурсе региональных брендов. Кто организует мероприятие и какие призы получат победители? В плане у нас поставить спектакль, который бы играли артисты двух театров вместе на сцене. Во Владикавказ с гастролями приехал Юго-Осетинский государственный театр. В программе выступлений «Бессмертная классика». Подробности в выпуске. С рабочим визитом в республику прибыл министр энергетики России Николай Шульгинов. На заседании правительственной комиссии обсудили подготовку субъектов электроэнергетики СКФО к прохождению отопительного сезона, а также актуальные вопросы и перспективы развития топливно-энергетического комплекса. Федеральный министр отметил, что проблема платежной дисциплины в электроэнергетике носит системный характер. По Северокавказскому федеральному округу сумма задолженности потребителей на оптовом и розничном рынках электроэнергии остается самой высокой в России. У нас с точки зрения платежной дисциплины повысилась платежная дисциплина, и там 90 с лишним процентов это бюджетно, все, что связано с бюджетом. Да, есть проблематика с промышленными предприятиями, есть проблематика и по населению, но основной наш долг, который есть, это долг, основа этого долга, это смена гарантированного поставщика, которая произошла. Эту проблему мы тоже обсуждали, и я думаю, общее решение найдем. Мы надеемся, что те поручения правительства, которые даны сегодня федеральным органам власти, в первую очередь Минэкономразвития по разработке программ ускоренного социально-экономического развития Республики Северного Кавказа и 3 республики, включая Республику Северная Осетия, Алания, определены как пилоты. Я думаю, что эти программы будут разработаны и начнут выполняться. Министерство энергетики в рамках участия в разработке этих программ давало предложения и по тарифно-балансовому решению, по консолидации, по поддержке. И я думаю, что совместными усилиями и федерального центра, и регионов, и компаний мы в перспективе, конечно, сетевой комплекс улучшим его надежность. С рабочим визитом в Северной Осетии находится и заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Максим Егоров. С премьера Таймуразом Тускаевым обсудили текущую ситуацию в сфере ЖКХ и ее перспективы. Глава республиканского Кабмина поблагодарил гостя за совместную работу и помощь в реализации госпрограмм. В частности, это касается национального проекта «Комфортная городская среда». С опережением плана в Северной Осетии идет реализация программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Ее регион собирается завершить досрочно. Говорили и о необходимости консолидации энергосетевых ресурсов, чтобы повысить их эффективность и безопасность. Максим Егоров отметил, что в целом энергетический комплекс Северной Осетии развивается стабильно, и по ряду позиций дела обстоят лучше, чем в соседних регионах. Вместе с тем есть проблемы, которые необходимо решать совместными усилиями. По мнению федерального чиновника, топливно-энергетический комплекс республики нуждается в реновации. Сумму ежемесячной выплаты на приемного ребенка в Северной Осетии увеличат до величины прожиточного минимума детей в 2022 году. Сейчас сумма поддержки для усыновителей составляет 4200 рублей, а объем прожиточного минимума в 2022 году – 11 161 рубль. Кроме того, проект предусматривает единовременную выплату при усыновлении 100 тысяч рублей. В случае отмены усыновления, удочерения, по вине усыновителя, удочерителя, единовременная выплата подлежит возврату усыновителям-удочерителям в бюджет Республики Северная Осетия Алания в течение месяца с момента вступления в силу решения суда об отмене усыновления, удочерения. Увеличение размера выплаты на содержание детей-сирот
а также установление единовременной выплаты при усыновлении ребенка-сироты будет способствовать их семейному устройству и уменьшить число детей в детских домах. Парламентарии рассмотрели изменения в проект закона о потребительской корзине для основных социально-демографических групп населения республики. Раньше потребительская корзина определялась не реже одного раза в 5 лет. В связи с изменениями в законе о прожиточном минимуме теперь понятие «потребительская корзина» исключено. В Северной Осетии могут появиться государственные юридические бюро. Они будут оказывать бесплатную юридическую помощь категориям граждан, которые имеют на это право. Инициативу создать такие бюро во всех субъектах страны в мае этого года одобрил президент Владимир Путин. Реализовывать проект планируют за счет республиканского бюджета. Реализация проекта закона потребует финансирования из средств республиканского бюджета на 2022 год, исходя из штатной численности в 20 человек, предварительно в размере 14 миллионов 684 тысячи рублей. Это с учетом оснащения учреждения компьютерной и иной оргтехники. В последующем плановый период потребуется финансирование в размере 11 миллионов 98 тысяч 800 рублей. Это будет подведомственное министерству казенное учреждение. Ношение защитной маски – обязательная мера в местах массового скопления людей, как и в общественном транспорте. Однако многие этим простым правилам пренебрегают, подвергая опасности не только свое здоровье, но и окружающих. С целью призвать граждан соблюдать масочный режим, сотрудники Роспотребнадзора регулярно проводят рейды. В очередной раз отправились в торговые центры города. Вместе с ними и наша съемочная группа. У нас сегодня проводятся рейдовые мероприятия по соблюдению масочного режима в торговых центрах. В первую очередь сотрудники Роспотребнадзора проверяют соблюдение масочного режима. Персонал строго придерживается правил. А вот среди покупателей есть те, кто пренебрегает средствами защиты. Многие люди воспринимают это серьезно, приходят в масках, все. Но некоторые просто вообще не хотят, начинают возмущаться. Но причин для возмущения нет. Если маски нет с собой, ее можно взять у входа в торговый центр. Заодно обработать руки и даже измерить температуру. Такие простые меры помогут избежать тяжелых последствий. Считаю, что надо обезопасить себя и окружающих, и поэтому нужно носить маску. Нарушителям могут выписать штраф, но в этот раз прибегнуть к таким мерам не пришлось. Размеры штрафа будут от 15 тысяч рублей для представителей индивидуального предпринимательства, грозит штраф от 50 тысяч рублей за несоблюдение масочного режима. И для организаций, открытых акционерных обществ, это грозит для юрлиц от 200 тысяч рублей. Масочный режим в общественных местах и торговых организациях по-прежнему одна из главных мер профилактики коронавируса. Такие совместные рейды сотрудники Роспотребнадзора, МВД, Министерства экономики и администрация Владикавказа проводят регулярно. И еще раз призывают горожан быть более ответственными и не пренебрегать средствами индивидуальной защиты. Диана Лали, Вахет Агапоев, Новости Осетии. В Северной Осетии ведутся работы по благоустройству территории парка Нартон. Вдоль скульптур героев Нартского эпоса будет отремонтирована тротуарная часть. Установят освещение, которое будет подсвечивать скульптуры, лавочки и урны. Все ремонтные работы финансируются за счет муниципального бюджета. Благоустройство завершится к концу ноября этого года. Квадратура тротуарной части там будет составлять примерно 1200 квадратных метров. Будет установлено порядка 20-25 лавочек. Эта зона, она также является очень важной, так как очень много отдыхающих посещают данный парк. И данная прогулочная зона будет являться очень, я думаю, любимым местом для горожан. Познакомить потребителей с многообразием вкусов России и показать потенциал развития региональных брендов продуктов питания. Это основные цели национального конкурса «Вкусы России». Его организует Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. Предприятия Северной Осетии тоже представят свою продукцию на суд народного жюри. Подробности в сюжете. Если остинские пироги за пределами республики уже давно стали настоящим брендом национальной кухни, то второе место прочно закрепилось за традиционным сыром. Его приготовление – трудоемкий процесс, важна каждая деталь. Мы заферментировали при определенной температуре. Заферментировали. Сейчас мы ждем образования сгустка. Сгусток должен появиться минут через 30-40. Затем мы его разрежем и будем
давать обслужку. Если правильно соблюдать последовательность, получается настоящий остинский сыр с узнаваемым вкусом. В качестве производимой продукции здесь не сомневаются. Мы делаем правильный сыр. Делаем его из натурального молока, из сычуга. Сами его делаем. Это сычуг теленка. Мы его замачиваем и делаем из него фермент, скажу так. Добавляем мы его в молоко. Настоящий остинский сыр, то есть молоко плюс сычуг. Предприятие «Березка» производит и выпускает молоко, сметану, масло, творог и, конечно, сыр. В этот раз республика представит остинский сыр на всероссийском конкурсе «Вкусы России». Северная Осетия уже становилась призером. Бренд «Остинские пироги» занял 3-е место в номинации «Загляните на огонек» в прошлом году. Северная Осетия Алания подала несколько заявок. Там есть и мед наш горский, но основной акцент мы делаем в этом году на остинский сыр, который является и визитной карточкой нашего региона. Смотрят саму заявку, смотрят историю продукта. В плане истории продукта мы, конечно, нам есть что сказать про остинский сыр. Кроме этого, смотрят вообще активность региона, смотрят промо-поддержку, смотрят внешнее оформление. Прием заявок на 2-й национальный конкурс региональных брендов продуктов питания завершен. 84 субъекта страны представили свои брендовые продукты. Теперь их оценит экспертная комиссия. Итоги конкурса по 8 номинациям объявят в ноябре. Для победителей и призеров уже разрабатывается программа поддержки предприятий. Зара Соколоева, Хетак Гапоев, Новости Осетии. Ректору СОГУ, доктору экономических наук Алану Угоеву присвоили звание профессора Российской академии образования. Это форма признания заслуг ученых, которые проводят исследования в сфере наук об образовании. Звание присваивают за активное участие в реализации целей и основных видов деятельности академии. Напомним, в 2020 году Алан Угоев стал лауреатом общенациональной премии, учрежденной Российским профессорским собранием. Алан Угоев стал ректором года по Северокавказскому федеральному округу. С чего начать проект «Как выделить проблему, запустить и генерировать идеи»? Во Владикавказе открыли региональную школу наставников. Занятия будут проходить 3 дня в очной форме. Участники, а их более 200 человек, будут решать бизнес-кейсы и тем самым учиться проектной деятельности. Пройти школу наставников могут преподаватели, студенты, старшеклассники, эксперты сферы промышленности и предпринимательства. Организаторы мероприятия – фонд Сколково в партнерстве с СОГУ, Ассоциация молодых ученых и Комитет по делам молодежи республики. Которая существует между университетом и агентством стратегических инициатив с одной стороны и фондом Сколково с другой стороны, позволяет университету становиться площадкой для таких мероприятий. Следует отметить инициативу Ассоциации молодых ученых, которые в тесном контакте находятся со своими коллегами, которые участвуют в грантовой деятельности и привлекают спикеров для того, чтобы работать с нашей молодежью. Хотел отметить, что именно школа наставников выступает неким мостиком между образовательным контентом составляющей и предпринимателями, которые функционируют на площадке нашей республики, для того, чтобы решать реальные бизнес-кейсы, реальные примеры, которые позволяют заниматься проектной деятельностью. В любой профессиональной сфере очень быстро обновляются знания. То есть фактически везде, каждый день прибавляется что-то, что важно знать для того, чтобы быть и профессионалом, и актуально выполнять свою работу в той или иной профессии. К сожалению, с такой скоростью знания в сферу образования не успевают проникать, с одной стороны. С другой стороны, как все мы знаем, довольно сложно при переходе из школьной ступени в вузовскую сделать правильный выбор будущей профессии. Для того, чтобы ребята более точно определились со своей будущей профессией, с одной стороны, для того, чтобы они понимали, а чем живут сейчас компании, работающие в вашем регионе, чем вообще занимаются профессионалы, работающие в том или ином направлении. Очень хорошо пробовать свои силы и понимать про профессию глубже через проекты. Творческий вечер сразу 3 поэтов прошел в Национальной научной библиотеке. В рамках вечера поэзии литературного клуба «Онегин» свои произведения зачитали Чермен Дудаев, Михаил Фридман и Артур Кинчишауф. Поэт из Карачаево-Черкесии в этом году впервые принимает участие в проекте «Онегин Клаб».
Честно говоря, для меня это вообще абсолютно новый формат. Не доводилось мне участвовать именно в таких творческих вечерах. Я полностью посвятил свою жизнь творчеству, в частности поэзии, поэтому мне очень приятно сегодня быть со своими творческими братьями. Естественно, судьба моего народа, судьба вообще в общем Кавказа, вообще нашей страны не обходит стороной, конечно. И я пытаюсь охватить все эти темы, написать и высказаться, поделиться своими переживаниями, своими чувствами с читателями. Проект стартовал в 2019 году. Это не только поэтические вечера, но и киноклуб, телевизионный проект, альманах и рубрика в нескольких литературных журналах. Все это делается для поддержки творческой молодежи республики. А знакомство с поэтами из других регионов только расширяет возможности. Послушать произведения пришли коллеги, друзья и единомышленники. Поэзия для меня, так же как и музыка, это составляющая моего творчества. Естественно, в связи с этим я очень интересуюсь местными нашими поэтами. И очень часто, бываю почти на всех таких мероприятиях. И я очень рада, что поэты наши достаточно часто собирают такие вот вечера. Коллектив Национальной библиотеки очень интересные вечера проводит, встречается с творческой интеллигенцией нашей республики различного направления. А сегодня я не мог не прийти, потому что Чермен Дудаев, выпускник нашего городо-металлургического института. Я работаю в этом институте, отслеживая творчество Чермена Дудаева. Это талантливый, молодой поэт Осетии. Знаменитый Дон Жуан заговорил по-осетински. Труппа Юго-Осетинского государственного драматического театра накануне представила спектакль на сцене Северо-Осетинского и имела грандиозный успех у зрителя. Договоренность об обменных гастролях творческих коллективов была достигнута еще летом. Труппа из Владикавказа уже представила на Юго-Осетинской сцене спектакль «Ричард III» в прочтении Гиви Валиева. Фатима Дзадзоева продолжит тему. К личности Дон Жуана можно относиться по-разному. Он легко очаровывает женщин. Те, в свою очередь, не могут устоять перед его обаянием. Циник или философ, азартный игрок или романтик. Зритель сам решит, какой образ ему ближе. Главного героя играет актер Юго-Осетинского государственного драматического театра Гри Мамиев. Он человек, который понимает, что есть общество наше. Хотя это, если мы понимаем, что это было несколько веков назад, но общество не меняется, какое было общество тогда, то и сейчас. И герой Дон Жуан пытается донести до общества через свое поведение, какими они стали, а не он сам. Премьера Дон Жуана с успехом прошла на сцене Юго-Осетинского государственного театра в июне. 2 месяца работали над постановкой под руководством Казбека Джелиева. Сегодня он на сцене Северо-Осетинского театра. Это обменные гастроли театров Севера и Юга. Актеры Осетинского театра уже представили в Цхинвале спектакль «Ричард III» в постановке Гиви Валиева. Ричарда III не ставили они, и Дон Жуана мы не ставили. Это тоже интересно. Я люблю выезжать в Южную Осетию со спектаклями, потому что там зритель очень чутко чувствует. Нас Бог очень любит, потому что не у каждой нации есть 2 национальных театра. У нас национальный театр на севере, национальный театр на юге. 14 октября актеры Осетинского театра покажут в Южной Осетии постановку «Фатима», а Юго-Осетинский театр представит северо-осетинскому зрителю спектакль «Коста». Их приурочат ко дню рождения основоположника осетинской литературы Костахи Тагурова. Этот опыт он нужен, и важен он тем, что, во-первых, мы начинаем уже знакомить зрителей севера и юга с новыми спектаклями, которые делает Осетинский театр. И будем говорить о Осетинский театр в единственном числе, потому что мы так и решили, что Осетинский театр он один. Мы просто есть театр на севере и есть театр на юге, а так он один. В плане у нас поставить спектакль, который бы играли артисты 2 театров вместе на сцене. Премьера не оставила равнодушными зрителей. Такой культурный обмен оказался полезен для актеров театра и ценителей искусства. Фатима Дзадзоева, Алана Бзыкова. Новости Осетии. Это все новости к данному часу. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.